Здравствуйте, да. А можем я просто вот попрошу, да, так сказать, нашу якутскую сторону, да, представиться, да, чтобы было вот нашим гостям удобно знать про вас. Да, пожалуйста. Да, да, про себя. Баланов Александр, ГБУ Инфокоммуникационных технологий. Да, это республиканское учреждение. Так? Да, мы, соответственно, для всех органов власти, республиканских, обеспечены информационными системами. И сейчас федеральный проект внедряем по интеллектуальному транспорту. Именно по городу Якутску, да? Именно по городу Якутску. Хорошо. Пожалуйста, следующий. Это окружная администрация. Андрей Игорян, это ГУ управления автомобильных Сахарина. Я с отдела обеспечения безопасности дорожного движения. Пожалуйста. Василий Александр, управление технологий окружной администрации. Владимир. Тоже информационные технологии, да. Пожалуйста. Данил Александр Петрович, сейчас транспорта и управление дорожных. Ага. Хорошо, очень приятно. Можно, да? Ну вот я себя представлю, да, так сказать. Меня зовут Павлов Василий Климович, я являюсь ректором Малой академии наук. Это организация, которая работает с одаренными детьми нашей республики. И мы работаем сейчас как региональный центр по поддержке и выявлению одаренных детей по модели, значит, образовательного центра «Сириус». Это «Талант и успех», фонд такой, который создал в свое время президент нашей страны, да, так сказать. И это такой большой федеральный проект. И у нас есть много хороших партнеров, и один из них, значит, Афанасий Николаевич Максимов, который, вы знаете, создал компанию «Сахатек», с которой сейчас идут очень интересные, интенсивные, значит, разработки проектов совместно с очень такой тоже инновационной и очень известной группой, которая называется группа компаний РЭМ и Raritech Holding. Да, и сейчас у нас, значит, главные основные акционеры и, соответственно, значит, представители руководства данной компании. Вот я хочу вам представить Рафаэля Римовича Батыршина, пожалуйста. Батыршин Рафаэль Римович, я генеральный директор, являюсь и компании Raritech, и член совета директоров компании РЭМ. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Небаев Роман Сергеевич, являюсь заместителем генерального директора компании РЭМ. Хорошо. И у нас есть еще наш замечательный земляк, да, так сказать, Евгений Петрович, который сейчас снимает. Да, так сказать. Пожалуйста, Евгений Петрович, расскажите про себя тоже, да? Петров Евгений Петрович. На данный момент я замещаю Евгения Петрова. Вы замещаете, да, так сказать. Кто вы? Александр Дмитриевич. Окей. Там же, да? Николаевич. Хорошо. Спасибо. Ну, сегодня, да, так сказать, мы собрались в том плане, что Малая академия наук ведет такую интересную свою, значит, серию таких подкастов по YouTube, которая называется как раз «Жизнь, значит, связанная с современным», называется New Urban Life, да, так сказать. То есть сейчас проекты, связанные с урбанистикой, они очень важны, особенно то, что касается у нас, значит, развития инфраструктуры городов, что является очень важной такой частью развития, особенно рассматривая то, что такой уникальный город, как Якутск, который имеет древние такие корни, да, кстати, он основан в 1632 году, еще во времена Михаила, значит, кто там был тогда царь, да, Михаил Дмитриевич, да, кто там, Михаила Алексеевича, да, так сказать, и первого Романова, да, так сказать, то есть это уже русское средневековье, и, соответственно, город здесь почти начался как средневековый город, это одна большая улица и несколько, значит, домов, потом они разрослись, соответственно, значит, оно не было запланировано как город, не был запланирован как город, как средневековый город, там все должно было быть, находиться в такой шаговой доступности. Ну и, соответственно, мы центр города видим, как в таком плане он и сохранился, но, как мы знаем, в любом случае инфраструктура, она очень важна для развития города.
Дело в том, что город Якутск, он находится на пойме реки Лена. Это наносные породы, аллювиальные, так называемые, да, кстати, очень взвешенные фракции, которые здесь представляют собой грунтовую часть. И потом здесь уже также очень сильная такая имеется в наличии капсулы, так называемые ледяные, да, кстати, это вечная мерзлота. То есть здесь грунт постоянно очень сложный, здесь он разнообразный, все городские службы с этим постоянно сталкиваются у нас. А сейчас как раз, да, кстати, вопрос состоит в том, что каким образом увеличить этот город, сделать его еще более устойчивым в своем развитии, сделать его, может быть, городом-миллионником в конце концов. Да, кстати, для этого нужны большие решения инфраструктурные, общественном транспорте и прочее. Да. И сегодня у нас в гостях очень такая интересная инновационная группа компаний, представляющих собой, значит, интересные инженерные решения в области транспорта. И что особенно кажется, значит, для нас важно, оно представляет также системные решения. В общественном транспорте системные решения по тому, как организовать жизнь в городе и прочее, связываясь это с точки зрения развития цифровых технологий и прочее. Поэтому я хочу сразу предоставить слово Рафаэлю Римовичу, да, сперва, да, кстати, чтобы вы рассказали нам, как ваша организация, да, кстати, занимается, кроме не только электроникой, да, кстати, разными новыми инновационными технологическими отраслями, которые связываются в одном таком пучке с развитием, как говорится, новых урбанистических решений. Василий Климович, большое спасибо за возможность нам выступить. Значит, самое главное направление, которое наша компания занимается, да, мы занимаемся не только цифровизацией, но одно из самых значимых и направлений – это мы занимаемся именно газомоторным направлением. Вся техника, которая сегодня работает и на трассе, и прежде всего в городском режиме, это с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на природном газе. Но хочу сказать, чтобы не путали мы, это не на пропан-бутане, а на метане. И метан, который прежде всего он либо в сжатом состоянии, ну и сегодня новое направление – это сжиженный природный газ. Это своя, есть тоже технология по сжижению газа. Значит, ну прежде всего это общественный транспорт. Более подробно по цифровизации я вот предоставлю потом Минибаеву, значит, слово по этому, да. Мы сегодня работаем и по общественному транспорту, по коммунальному транспорту, по дорожной строительной технике. Хочу сказать, что мы одни из первых, наверное, в России, которые сделали экскаватор, который работает на природном газе. Мы принимали участие по строительстве теплохода «Чайка». Это пассажирское судно. Тоже мы одни из самых первых в России. Это совместно с Зеленодольским судостроительным заводом. Мы в 2020 году, в августе месяце, на столетие Республики Татарстан, мы спустили судно. И первые, значит, совершили рейсы на пассажирском судне, которое работает на природном газе. Сегодня это направление, считаю, что в Якутии тоже надо развивать, потому что Лена судоходная река, и все здесь очень много грузов, которые доставляются рекой. Но прежде всего это понятно, это и инновация, но и для предприятия это экономика, очень важная, да? Мы развиваемся не только по природному газу, но и в водородной тематике. ПАО «Газпром» нам, значит, есть определенное задание, чтобы мы совместно с ними первый заправочный комплекс в Москве сделали на водородном топливе. Ну и, соответственно, техника
Это прежде всего, опять возвращаясь, тоже пассажирская, тоже, которая тоже должна работать на водородном топливе. Но вот если мы про IT-технологии, да, я вот умный город, умный автобус, значит, умные остановки. Вот я Минибаеву предоставлю слово по развитию, что мы сделали в части по автобусу, который мы сегодня уже серийно выпускаем и хотим данные автобусы, чтобы были внедрены в городе Якутске. Ну вот что такое общественный транспорт? Да? Это вот тот транспорт, который сегодня осуществляет пассажирские перевозки. И самое главное, чтобы он был, надо же во всем этом маршруте сделать, чтобы, ну, прежде всего, для кого он нужен? Он пассажиру нужен. И минимальное время, чтобы он ждал, чтобы весь этот трафик и этот маршрут надо рассчитать в этой всей системе диспетчерской. Ну и, соответственно, и водитель автобуса, он должен знать, когда именно, что ему должна вот эта вот приходить информация. Роман, Пожалуйста. Спасибо. Ну, познакомлю более, наверное, подробно с группой компаний РЭМ. Это объединение двух холдинговых компаний Raritet Holding, которая обладает компетенциями в области разработки двигателей, газовых двигателей и разработки транспортных средств на газомоторном топливе и производстве. И компании Мехтем Транспорт, которые специализируются именно на создании инновационных технологий в транспорте. То есть это интеллектуальные цифровые системы, системы управления транспортом, организации перевозок. Вот, познакомились мы, я как представитель компании Raritet, познакомились мы с Мехтем Транспорт несколько лет назад именно в процессе создания собственного автобуса. Это под брендом Lotus. Была поставлена задача перевести систему управления автобусом цифровой вид, то есть это мультиплексорная архитектура, которая бы включала именно комплексные решения. То есть ранее, когда мы передавали в эксплуатацию автобусы, частные компании ставили свои системы навигации, телематика, и мы хотели это все объединить в одну общую систему, которая бы позволяла именно вживлять наиболее оптимально единую систему управления транспортом. Вот. И с тех пор мы объединили наши усилия именно в направлении развития инновационных технологий. И на данный момент мы предлагаем городу комплексное решение, то есть это автобус собственного производства, газовый автобус под маркой Lotus и интеллектуальную цифровую систему, которая включал в себя все системы бортовой диагностики, управления автобусом и также позволял все это организовать в комплексе управления, контроля пассажирских перевозок. И как раз-таки задача комплексного подхода в данном вопросе, она кажется нам наиболее важной. То есть, когда город получает именно все под ключ. То есть, данные системы, они позволяют в том числе превентивно проводить диагностику. То есть
процессе эксплуатации анализирует все параметры двигателя, автобуса и может не просто по факту диагностировать какие-то проблемы, она может их, ну, так скажем, предугадывать. То есть, и к моменту прохождения технического обслуживания уже сказать, что вот эти элементы нужно обратить на это внимание или уже требуют замены. И такие возможности позволяют снизить эксплуатационные затраты, в том числе и повысить эффективность управления пассажирским перевозкой. Вот как-то такие задачи мы пытаемся решать комплексно. И хотели бы, наверное, услышать от вас, какие вообще перед городом стоят задачи, вот, и в диалоге поделиться информацией. Василий Климович, вот я заметил, ну, здесь и есть молодое поколение, да. Мы сами с Республики Татарстан, вы, наверное, знаете, в республике, в Казани есть тоже университет IT-технологий, это он в особом городе, в Иннополисе, да, и там тоже подготавливаются кадры, и мы как предприятие тоже, там оттуда смотрим, потому что сегодня самое главное, нам нужны люди, нужны кто станет дальше работать на предприятии. Даже вот сейчас у нас много себя на заводе поменялось, да, мы внедряем робототехнику, это тоже нужны специалисты, и их тоже надо подготавливать, и мы уже там где-то рядышком с институтом 2-й, 3-й, 4-й курс выходим тоже, чтобы эти кадры были в дальнейшем уже работали у нас, потому что сегодня это, хочу сказать, одна из самых востребованных специальностей. И у меня самого сын там учится в Иннополисе, и я тоже очень хочу, я его больше сейчас уже знакомлю именно со своим производством, со своим предприятием. Как бы так. Замечательно. Рафаэль Римович, действительно, у нас, я хочу вам доложить, что с Иннополисом уже существуют связи, и мы работаем с ними. Они, кстати, предоставляют нам так называемые квоты для своих олимпиад, и наши ребята участвуют во всех там конкурсах, которые Иннополис проводит. И наши дети также едут туда учиться, там уже есть первые наши студенты, уже есть студенты, да, есть также школа, которая там связана с Иннополисом, да, и вот в этой школе тоже учатся дети, которые у нас проявили особые там умения в области математики и прочее, да, так сказать, то есть навыки, скажем так, хороших вычислительных там и по программированию, всяким компьютерным наукам. То есть они как раз в этом специализированном университете хотят учиться, и поэтому есть большой интерес и желание наших, юных исследователей, которые хотят связать свою жизнь в будущем, да, с программированием, с такими цифровыми технологиями, они действительно стремятся туда. И, кстати, у нас недавно же посещал и замминистров из цифры вашей, да, так сказать, как раз вот он здесь был, здесь конкретно, да, так сказать, в этом здании, и тоже отметил такие возможности разных совместных проектов, да, которые могут наши дети делать совместно, да, с татарскими детьми. Это было бы как раз замечательно, да, так сказать, по проектам, потому что сейчас это все возможно. А что касается таких интересных проектов транспортных, они сейчас в эпоху интернета вещей, который уже наступает, да, так сказать, и того,
что можно использовать большое количество там больших данных и прочее, да, кстати, в этом плане там цифровизация общественного транспорта, мы можем найти всякие очень эффективные методы и, значит, работы с общественным транспортом, соответственно, и новые технологии по внедрению новых, значит, систем, скажем, топливных и прочих решений, да, кстати, имеет очень большое значение, потому что касается и экологии, да, кстати, и того, что мы хотим создать здесь условия качественной жизни, хорошие в этом городе, они имеют большое значение для нас, да, кстати, поэтому я думаю, у вас будут еще встречи с городом, да, сегодня, например, запланирована, кажется, да, встреча У нас после обеда, да? Будет встреча с Министерством сельского хозяйства. У нас будет встреча с зам главы города, с Министерством транспорта. Ну и потом уже, это, наверное, 15-го у нас, 14-го, да, завтра. Это с главой республики будет. Вчера мы с Дмитрием Дмитриевичем встречались, все министры тоже были, но она такая общая была встреча. А сейчас уже непосредственно с каждым министерством. У нас, если уже вот мы начали говорить о том, что из чего состоит это РЭМ, да, то есть РЭМ это вот у нас состоит из холдинга Раритек и холдинг МИТЭМ. Вот более они просто сейчас на другой встрече, у нас по цифровизации это компания МИТЭМ. Вот, так накладка получилась, да, вот, но мы вместе как бы работаем, и сегодня мы объединились, потому что мы видим, что вот мы без них уже не можем. И сегодня, как сегодня транспорт предоставить без вот этого, да? И мы ж больше, когда работаешь уже с железом, да, и, допустим, простой транспорт, да, очень важно, чтобы транспорт выходил на линии. Простой, когда там из-за того, что определенная сервисная служба не может найти какую-то неисправность из-за электропроводки. Сегодня этого в нашем транспорте уже этого нету, потому что там есть общий компьютер, правильно? Общий компьютер, датчики, и сегодня весь транспорт, который мы делаем, да, у нас вот покупатели, значит, с разных регионов России, да, и в том числе я еще раз просто повторюсь, что сюда мы хотим, чтобы был именно умный автобус. Умный автобус, да? И без знаний, просто сегодня, ведь пассажир, он тоже уже начинает привыкать к определенным условиям, и жизнь меняется. И уже сегодня нельзя поставлять технику, которая поставлялась там в начале 2000-х годов, потому что она сегодня будет не конкурентная, пассажир уже хочет другие условия, и это нужно общему городу. Но хочу сказать, что это не просто поставить, внедрить на одном автобусе, это нужны и маршруты, это и умные остановки. И я слышал от главы, что у вас это здесь вроде бы есть. Вот сейчас. Да, есть это такое, да? Поэтому я... Пожалуйста, да, кстати, немножко можете рассказать о ситуации, да, с транспортной системой у нас? Кто может в городе, да. Извините, пожалуйста, отдел транспорта Максим Александр Григорьевич, да? Меня очень заинтересовало, когда я услышал слово автобус, да? Мы изучаем опыт города Казани, мы знаем, что ПТП-2, ПТП-4 были по программе КАТа по обновлению подвижного состава автобусы предоставлены, НИФАС, да? Низкопольные, большой вместимости, это все требования именно по тому КАТу. Соответственно, вот хотелось бы узнать, вот у вас автобус «Лотос», да? Как вы ее, в рамках чего вы ее видите у нас в городе? Имеется в виду по БКД или по программе Дальнего Востока? Или как вообще?
Значит, мы поэтапно идем. Значит, производство этих автобусов мы занимаемся уже 5-й год. Он в том году вступил в программу Минпромторга Российской Федерации. То есть у него, если по программе дальневосточная двойная субсидия, сегодня, когда проходит транспортная неделя России в Москве, да, мы работаем по оформлению БКД. Да, то есть это идет поэтапно, но он в реестр Минпромторга он включен. Здесь единственное, что когда мы на первой встрече были у Александра Сергеевича, он как бывший глава, он сказал, что нет, давайте про общественный транспорт более подробнее остановимся. И он сказал, что мне не подойдут 12-метровые автобусы для города Якутска, я бы не хотел бы. Мне нужен автобус, который будет меньше 12-метровый. Вот у нас есть автобус 8,8 метров 206, и есть 105, который 10,5 метров. У него по автобусу, мы просто от цифровизации немножко раз Министерство транспорта, они же свои, мы немножко переместились. Да? Хотя с Министерством транспорта у нас вроде бы завтра встреча Просто я не хотел бы сейчас подробно уходить вот в это, да, а все-таки остановиться на цифровизации. Да? Эти вопросы мы с вами, Министерство транспорта давайте мы обсудим, потому что... Тогда один вопросик. Вот этот Лотос, он большой вместимости, низкопольный? Это низкопольный автобус 92. Да. Он идет как большой, но 10,5 нет. А что подразумевается у вас подобным транспортом при место? Что получается, например, цифровая система? Какая экосистема вы делаете? Да? Делаете ли совместную такую? Это, значит, вот я хотел бы на сегодняшней встрече у нас нету никого, который вроде бы, я слышал такое, что в Якутске это внедряется. А? Информационно-транспортная система. Расскажу про нее. Да. Мы выиграли федеральный грант на целевую субсидию, федеральную субсидию, и внедряем интеллектуальную транспортную систему в городской агломерации города Якутска. Там как раз федеральная программа, она рассчитана на города более 300 тысяч населения. У нас в республике будет единственный город Якутск. По нему мы подали заявку, в Росавтодор приняли участие, заняли 11 место из 20 с лишним городских агломераций. И сейчас получаем федеральную субсидию. У нас на 5 лет 400 миллионов. Первый у нас этап, он рассчитан на 5 лет. В первый год на 80 миллионов мы в прошлом году уже провели работу по проектированию интеллектуальной транспортной системы. Получается, здесь федеральная субсидия, она больше направлена именно на то, чтобы создать ядро для цифровизации транспорта. То есть создается единая платформа управления транспортной системой, будет включаться также свои модули и подключаться те подсистемы, как существующие, так и которые необходимо создать для обеспечения полного функционирования согласно методике Росавтодора. То есть там у них разработана концепция по интеллектуальной транспортной системе, в рамках которой у нас подготовлен локальный проект. Локальный проект возглавляет как раз город, то есть глава муниципального образования города. И Минтранспорта и Мининновации мы выступаем администратором. То есть помогаем. Соответственно, у нас главным образом создается для того, чтобы централизовать те системы. То есть у нас сейчас еще нет СУБД,
Вот мы в рамках его создаем. Но также помимо СУБД оценяем импульс, чтобы они связывались со всеми другими системами по транспорту и взаимно работали. То есть главные цели – это снижение смертности, конечно, увеличение пропускной способности на транспорте, там множество других показателей. И через интеграцию вот этих всех систем, то есть системы у нас установлены, в принципе, на многих перекрестках основных, да, это системы фото-видеофиксации правонарушений. Сейчас они только фиксируют правонарушения, они снижают тем самым аварийность на автодорогах и так далее, но у них технически, функционально возможен подсчет транспорта, то есть они, там фотоаналитика, то есть видеоаналитика, и они могут посчитать, сколько машин проехало, на каких полосах, как куда разгружено и так далее. В прошлом году также городом было сделано основные документы транспортного планирования, они были обновлены, то есть сделан СОП. В рамках этого ЕПУ, соответственно, этот СОП будет цифровизироваться, организован будет цифровой двойник города, и, соответственно, вот эти все данные систем фото-видеофиксации правонарушений, агрегаторы пробок, как Яндекс, Логистика и так далее, они будут подключены. Также система контроля за общественным транспортом, то есть у нас будет тоже, коллеги расскажут, у нас ситуация совсем стандартная, как в регионах, у нас много коммерческих перевозчиков, но они все объединены и все имеют соответствующие системы, то есть и они также имеют централизованный пункт управления, который контролирует и координирует свою работу. Он сейчас тоже хорошо. И, соответственно, вот эти все данные, они собираются, то есть то, как едет автобус, исходя из этого видно, какая загруженность на транспорте и так далее, да, и создается цифровой двойник, и можно будет контролировать уже и также через систему СУБД проводить координированную работу светофоров и всех других. Как раз также у нас планируется также введение магистральных маршрутов по автобусу и так далее, которые будут как раз синхронизированы с как раз зеленой волной по светофору, чтобы максимально эффективно проходить и быстро доставлять народ с точки в точку. Наверное, далее коллеги расскажут, что у нас также умные остановки, это теплые остановки. Знаете, наши климатические условия такие, что умная остановка становится, когда она теплая. То есть это основополагающая часть этой остановки. И, соответственно, там, где ждешь транспорт, располагается система по информированию, когда подойдет транспорт, очень важно. И также оснащается различными Wi-Fi точками и так далее, чтобы можно было провести время нормально. Наверное, коллеги расскажут про эти наши особенности по общественному транспорту, по умному остановкам. Пожалуйста, город. Вообще у нас в городе порядка 600 остановок у нас, из которых 3 муниципальные линии, ВЧП, получается, да? Работает до 11 вечера у нас на сегодняшний день. Наверное, на час сократим, я думаю, в летнее время работаем на ветер. Также, как сказали, информационное табло у нас есть, что у нас взаимосвязано с приложением «Умный транспорт». Любой житель может зайти, посмотреть на это приложение, когда будет какой автомобиль получается. Да? Также по маршрутам у нас Япака, пассажирская, группа получается, да? У нас автобусы, маршруты подразделяют, МУПовские наши и частные, получается, да? И вот МУПовские, они сейчас запускают с Тудисом плотно работают, тоже, чтобы в Тудисе отражались их автобусы. Запустили такой рабочий вариант сейчас, вроде как работает.
еще Также у нас есть центральная диспетчерская служба, где весь поток информации следуется по всем автобусам, ну, по всем моментам, по сходам, там, что заменить автобус. У нас единая центральная диспетчерская служба. В этом плане нормально. Помню, дальше у нас, кроме этого, работает железнодорожный транспорт. А вот умный транспорт. Да. И еще ранее, в 2000 году, закупались табло отображения движения автобусов, которые у нас установлены. И сейчас, опять же, Да. около 40 табло, которые установлены, там время прибытия автобуса показывает. Но это очень важно для пассажиров. Но, к сожалению, у нас вот с климатическими условиями иногда бывает поезд работает так табло, они у нас не выдерживают и могут не работать ни 40, ни 50. Можно вопрос? Сколько вот приспособлены к нашим климатическим условиям и какие успешные у вас в каких городах, возможно, есть? Значит, я не скрою, что мы только начинаем, то есть мы делаем это. И сегодня, это же, знаете, внедрение, это же не просто продажа одного автобуса, да. То есть автобус мы делаем, да, но он должен быть в системе. А я вот, насколько знаю, еще и в Москве этого нету. Несмотря на то, что транспорт закупается там, даже вплоть электробуса, да, нет уже этого всего. Вот мы и для этого приехали. Это работа не одного дня, не одного года. Это надо где-то что-то, это же связано и с дорогой, и с отдельным коридором для общественного транспорта. А как это? Это если вот сейчас вот проехать в любом городе, ну как перестроить? За 1 год даже невозможно это сделать. Это общая система финансирования всего. Это не просто, это просто одна из частей чего-то, то, что мы говорим, да, это готово, но это же надо внедрять, поэтому мы, для этого мы и встречались, значит, первая встреча была с главой, мы сказали, что мы как производители умного автобуса, мы это делаем. Но это не значит, что мы делаем умный там город и умные. Это же тоже, это вся система должна работать. Светофоры должны работать. Я в Татарстане, у нас он раньше, ну это то, что непосредственно у безопасности дорожного движения, я же спрашивал, он говорит, да, это правильная тема, но это надо... Есть определенная пока проблема, но это правильное направление. Поэтому где-то, если честно, я просто слышал, что в Якутске это один из первых городов, где вот что-то начинается вот это вот внедряться как раз, да? Может, где-то что-то и мы хотели бы более здесь посмотреть, изучить. Касательно, еще раз повторюсь, касательно техники, мы одни из первых, которые это сделали, саму технику. А как это внедрить в город? Мы не говорим, что мы вот сейчас вот все и через месяц это все заработает. Нет. Поэтому я и начал о том, что да, и кадры нужны здесь. Ну вот как раз это без связано этого с нами, да. никак. Ну а как мы одни можем это? Мы пока это делаем, а у нас это уже кадровый состав, он уже, ему на пенсию надо уходить, а нового нету. То есть это все в одной системе должно быть. Они прежде всего должны быть заинтересованы
Они должны видеть свою какую-то перспективу, что в этом есть. И я, учась сегодня в 8, 9, 10 классе, да, условно, 11 классе, да, я куда пойду работать? Да, я пойду, наверное, учиться сюда, потому что у меня есть мотивация, что это востребовано потом. Но я хочу сказать, что это сегодня, одна из, наверное, такая, если технических специальностей взять, да, это одна из самых такая востребованных сегодня. И, где-то есть и пробел. Можно вопрос? Вот вы сказали, что вы были одним из первых. Мне интересно, с какого года автобусы лоты запускаются. Просто я месяц обучался в лицее на полисе, но это было в 2017 году. Интересно, на то время они уже внедрялись. В лицее... Иннополисе он Нет, учился. на Да? полисе, да. Вы учились в Иннополисе? Да, 1 месяц. 1 месяц. Вообще предприятие наше в 99 году, да, мы, и, кстати, для Министерства транспорта, да, мы почему, допустим, стали заниматься автобусами, да, мы эти автобусы уже 5 лет, да, и мы, видя определенную проблематику по остальным, мы же не скрываем, мы как бы, и Министерство транспорта, наверное, знает о вопросах по качеству, да, там, которые есть. И мы, в принципе, взяли и внедрили методом работы ошибок. Мы убрали те вопросы проблематичные, которые есть на нашем автобусе. Если взять 2017 год, в 2017 году мы уже начали делать. Но понятно, что умного не было еще. Мы его только начали это делать. Другой вопрос, что хорошо, мы сейчас работаем над водородной тематикой, да? А где покупатель? А где сегодня инфраструктура? И это сегодня прежде всего важно сохранить, опять к Министерству транспорта обращаясь, да, потому что сегодня же очень важно, чтобы цена билета не была дорогой. Пассажирские перевозки нужны для кого прежде всего? Для тех, которые, это для инвалидов, для тех, которых никогда не было собственной машины и никогда не будет собственной машины по уважительным даже причинам. И сегодня перевозчики, наверное, рады бы поставить, чтобы билет стоил. Я не знаю, сколько у вас в Якутске стоит стоимость одного билета? 30 рублей? Давайте так, 30 рублей, да? Если будет 50 рублей, то здесь будет завтра забастовка. Невозможно. 2 рубля добавить. Перевозчик бы и рад бы, там, выходя на депутатов, там, да, но как можно добавить? Это если в день 7-8 раз поехал, вот уже какая сумма денег. Поэтому убрать можно, зная сегодня, сколько у вас здесь дизельное топливо, и зная, сколько сегодня природный газ, и зная сегодня, но водород еще дешевле. То есть мы сохраним вот эти социальные перевозки, доступность, да? И самое главное, чтобы вот это все еще, оно было в этой общей доступности, чтобы оно так было. Приятно же, когда пришел, теплая, хорошая остановка, внутри табло, знаешь, что через 4 минуты подойдет автобус, как-то настроение. А когда ни теплой остановки, непонятно, где что автобус придет, то ли через полчаса, то ли через минуту, и вообще не знаешь, как что. Звонить по сотовому телефону, что ли. Поэтому должна быть информация, как это все в общей системе сделать. И самое главное, чтобы и общая диспетчеризация не только была по трафику, но и если возникли какие-то неисправности,
значит, это должна быть информация приходить и в какую-то сервисную службу. Она тоже должна видеть в режиме удаления, что как состояние, и очень быстро реагировать на это. Либо какая-то подмена, либо что-то, какая-то неисправность. Но сегодня жизнь диктует такие, что надо это внедрять. Мы вот, если взять систему на газового двигателя, мы внедрили через систему ГЛОНАСС же, да? Через систему ГЛОНАСС мы внедрили систему неисправности на удаление. То есть сидит диспетчерский пункт, неважно, где он будет. Хоть в Калининграде, хоть в Казани, хоть в Якутске. Он всегда видит, что вся техника, которая... Ладно, 2 единицы, а если этой техники порядка 100 тысяч, то есть он видит, а ему же надо смотреть, техника нужна для того, чтобы она осуществляла какие-то перевозки, ему же надо, чтобы знать о каких-то неисправностях. И для этого есть сервисная служба, которая, она... Раньше мы как делали? Вот хороший случай, да? И с Якутией мы очень... Мы не первый день здесь, мы первые десантом высадились, это 2004 год в Якутске. В Якутске, в Мирном, в Ленске, Нерюнгри, удачно Айхау. Все вот эти вот мы, все определенное, и очень много мы работали, но техника поставляется, но я вообще не умная, ну какая есть, серийная, да. На том конце он не знает, что с ней. Неправильно дают информацию. Что делать? Мы не понимаем, это как вот человек заболел, ну, надо выезжать. Он говорит, ну, а что у него болит? Мы не знаем, ну, что-то вот болеет. Что болеет? Хорошо, если здесь есть какая-то сервисная служба, а если это нету, это надо выезжать, это затраты. Приезжаешь, а у него вот в этой технике, ну, допустим, просто, может, какая-то клемма отошла или еще что-нибудь там, предохранитель там перегорел. Еще. То есть работа 5-минутная, а транспорт, авиа, плюс все эти, это в рамках маленькой единицы, 2, 3, 10, может быть это, а в рамках, если это 1000, то сегодня только цифровизация. Другого пути нет. Иначе это не пойдет, не заработает. Сегодня вся техника, которая уже выпускается, она вся с электронными блоками, да даже уже которая сегодня есть, она дизеля, там своя система на коробку передач, на двигатель, правильно, да? Везде все программное обеспечение. Хотим мы это, не хотим, но это же в единую систему надо объединить. И это надо объединить с какой-то сервисной службой через систему удаления, чтобы можно было дальше дать информацию непосредственно там, где это эксплуатируется. У нас мы внедрили у себя на производстве, у нас есть учебная программа, учебный центр у нас есть. Я очень часто, когда мы проводим такие встречи, я все время говорю, что это через Минобр надо. И вот учебный центр, мы и вчера тоже были и говорили про встречу с руководством региона, да, Якутии, о том, что такой учебный центр и опыт надо сюда. Здесь это либо это при институте, либо это при техникуме, при каком-то учебном заведении. Это надо обязательно здесь внедрить. По нашей теме, которой мы занимаемся этим.
Могу пару слов тоже добавить, сказать, у компании Минтем они как преемники в России того опыта и потенциала компании Continental. То есть, объединившись сейчас в единую компанию REM Group, у нас на текущий момент есть инжиниринговые центры в Татарстане, в городе Набережные Челны, в Чистополе, в Москве, в Германии 2 центра. Вот. И на текущий момент у нас собственная разработка и программное обеспечение, и в том числе электронных блоков, производство электронных блоков в городе Чистополь. Это Республика Татарстан. То есть на текущий момент у нас есть все компетенции, техническая возможность, применяя свои технологии, то есть свои электронные блоки, собственное программное обеспечение, которое позволит именно создать эту умную среду. Но, конечно, как производители техники, мы в первую очередь ставим перед собой задачу, чтобы техника работала. Вот. И максимально повышать коэффициент технической готовности вывода на линию, но не забываем и о организации СМИ пассажирского перевода. То есть это создание умных остановок, анализ пассажиропотока и тем самым определение, сколько нужно техники вывести на линию, анализ состояния техники. То есть задача такая, что мы городу предлагаем сервисный контракт. То есть это не просто поставка техники, а именно решение под ключ, чтобы техника работала каждый день. Создание сервисного центра в городе, внедрение интеллектуальной системы. Это все позволит эффективно управлять пассажирским транспортом и тем самым не повышая базовый тариф. Максимально прилагая к этому усилию. Вы сказали про анализ пассажиропотока. А каким образом, какие системы у вас используются для анализа? Это могут быть и системы анализа на самих остановках, и также бортовые системы. То есть это, ну, грубо говоря, счетчики. То есть пассажиры входят в автобус и анализируют загруженность самой единицы транспорта. Вот. И это все стекается в единую АСУПД, и там анализируется, и уже там, диспетчеру дается уже график. То есть, столько нужно выводить в такое-то время на линию транспорта. Я вот не буду говорить отдельно про какие-то города, да, но очень анализирую в последнее время, да, и я смотрю, ну, как бы проезжаю очень часто по разным городам Российской Федерации. Я говорю водителю: а что это у вас это? Он говорит: а это, говорит, ну, как бы накопитель, и здесь все автобусы скапливаются. Я говорю: подождите, а сколько, а как? Ну, они примерно знают. Вот я увидел, допустим, возле железнодорожного вокзала стоят порядка 70 автобусов. Ну, они сидят, водители разговаривают между собой, да. Я говорю: подождите, а на остановках же люди, как они знают? Ну, они примерно, понимаете? И так получается, что вроде бы этот общественный транспорт нужен для людей, а вот как вот это в этой всей паутине, тем более маршрутов-то много, вот они и скапливаются. Ну, что греха таить, они больше, чем положено, стоят. Иногда они
либо скорость увеличат, либо они медленно это делают. И получается хорошее дело, которое руководство города стремится это сделать, да, не только перевозка пассажиров, но чтобы и чистый он был, утром пошли, чтобы помыто было все, это все, озеленение, все, это же все, это, ну, для людей же должно быть. И вот я с этим сталкиваюсь во многих городах. И я последний, вот я не буду называть, какие города, я говорю, у вас тоже, говорю, стоят? Да, говорит, стоят. А как? Примерно. И выезжают. Вот так и есть. У нас, слава богу, здесь имеется историческая служба. В принципе, у нас все функции подключены и видны в системе. Айсен Сергеевич про это говорил. Он сказал, что в это. Поэтому мы и хотели тоже вот этот момент, но МТМ она посмотрит и более как бы ну, плотно по этим. А с кем можно вот это, ну, чтобы обсудить этот вопрос, чтобы мы могли это, вот, Детально обсудить. да. С кем можно? По японскому и интеллектуальному транспорту собрать. Вы тогда координаты Да, я передам. дайте, пожалуйста, чтобы мы уже, еще раз повторюсь, что у нас более вот в этой теме, это в РЭМе, это МТМ. Она именно транспорт, да? МТМ транспорт, она у нас это. Поэтому здесь вы как коллеги, и здесь вот эти нюансы мы обязательно, и главе мы потом должны как бы доложить, что встреча была, и где что-то, внедрение транспорта в этой общей паутине. Ну, а сам по салону непосредственно. Транспорт, да? Да. Свой либо визитку, либо сотовый телефон тогда дадите, да? А вот он здесь, 8 номер. У нас, Ага. номер 8. Александр Владимирович, вы тогда... Телефон свой, да? Да, я подойду к вам. Хорошо. Да, хорошо. Ну, замечательно, да, кстати, в том плане, что как раз вот большое желание нашего главы республики, да, чтобы мы всегда смотрели очень перспективно и, скажем, стратегически на развитие нашей республики. Потому что дело в том, что в любом случае мы придем к тому, что перейдем на 5G системы, интернет вещей. То есть фактически мы сейчас закончим, да, так сказать, фактически мы говорим о том, что БИТ, как вы сказали, Рафаэль Римович, что должен быть холистическое видение всего, да, так сказать. То есть если мы что-то создаем, то мы должны создать всю инфраструктуру, все точки развития, которые важны, да, тем более, что мы смотрим, какие люди будут этим пользоваться, да, кто будет этим заниматься, какие инженеры будут там участвовать, да, так сказать. Здесь должны быть и местные кадры вовлечены, соответственно, значит, мы должны всех их готовить сейчас, может быть, совместные проекты с тем же Иннополисом и прочее, с вашей организацией, да, так сказать, все это заранее сделать, чтобы и наши дети могли, так сказать, да, принять участие в этом большом проекте, долгоиграющем, да, фактически. Да. Потому что это и математика, тут, и моделирование, все эти вещи, которые являются очень перспективными, интересными и нужными для всех. Пожалуйста. И вот мы находимся именно в IT-парке, и у нас здесь также есть резидент, который работает по как раз аналитике пассажиров. То есть используется, у нас в автобусе пытались использовать инфракрасные счетчики, но вот как раз для обеспечения чистоты автобуса подметаешь, и он засчитывает каждый взмах метлы, лишнего пассажира и так далее. И поэтому сейчас ребята работают над тем, чтобы использовать, каждого человека он с собой, как любой человек, он держит с собой вот такое устройство, которое очень много всего издает и так далее. Дает. И как раз они работают над тем, чтобы считать пассажиров потом через Wi-Fi, через Bluetooth. То есть Bluetooth нету, вообще не выключается. И поэтому тоже, у вас есть опыт по таким счетчикам?
Значит, безусловно, есть, но более, еще раз говорю, необходима встреча еще одна, это с Метемом. Метемтранспорт. Да, просто мы знаем эту тему не так глубоко, как они это уже внедрили. Просто получилось, что накладка их нету на этой встрече. Хорошо. Ну, замечательно, вот у нас разговор сегодня вышел, да, кстати, потому что это всегда перспективно, и мы думаем, что это, как говорится, танец, который будет продолжаться еще долгие годы, да, кстати. Я надеюсь, что все перспективные проекты, они должны быть очень системными, глубоко проработанными, это не заезд один раз, да, с шашкой там помахал, уехал, это конкретная реальная работа на многие годы, да, кстати. И поэтому мы всегда за то, чтобы в нашей республике были самые передовые технологии, потому что мы и так далеко живем, и нам нужно, чтобы все было лучше, да, здесь. Да, это для нас жизненно важно, для нашего выживания в этом очень тяжелом климате и прочее, да, кстати. И нам, благо, помогают наши друзья, да, кстати, вот и родственники, скажем так, да, Татарстан нам очень близок, да, кстати. И спасибо большое, что приехали, да, кстати, и пожелали с нами вот встретиться здесь сегодня, да, кстати. Ну, всем детям я говорю, чтобы подумали о том, чтобы поехать учиться в Татарстан, Иннополис, да, кстати, будет очень много перспективных, интересных моментов, и, соответственно, желаем, чтобы наш университет здесь, местный, федеральный, тоже имел хорошие связи, да, кстати, я думаю, что наш министр цифровизации и инновационного развития уже побывал несколько раз в Иннополисе, да, кстати, ну, сегодня он хотел сюда приехать, но очень занят, да, был, и поэтому, значит, ну, в любом случае, этот процесс идет, да, кстати, и очень благодарен вам, Рафаэль Римович, да, кстати, спасибо большое, и Роман Сергеевич за то, что вы сегодня уделили свое время. Спасибо большое. Фотографируемся, да, быстренько и давайте. Прямо тут станем, с той стороны. Здесь можно, просто здесь интереснее бывает всегда фотографироваться. Подойдите, пожалуйста, что да? Да. А можно я это? Или потом пришлите? Да, да. Да. Чуть поскучнее сделаем. Да? Нет, пожалуйста. Можно еще? Чуть-чуть в эту сторону, да. Супер, товарищи. На камеру, пожалуйста. Вы можете поздороваться. Супер, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожалуйста. Все. В Иннополис приезжайте. Вот сюда, если можно, тогда напишу. Я вам свой визит. Приятно. И главное. Ты все-таки я ошибаюсь. Вопрос темы ИТС, понятно, номер будет. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Так. Сейчас подойдите.